Бро, смешно. Привет, меня зовут Маша, мне 15, это мой парень Витя. Всем привет, меня зовут Витя, мне 15 лет, это моя девушка Маша. Сегодня вы будете отвечать на вопросы, которые придумали мы. Если вы не отвечаете на вопрос, то вы отдаете 250 рублей другому участнику. Ну что ж, поехали. Одну. Ну я начинаю. Я нравлюсь твоим родителям? Ну да, недавно отчим у меня спрашивал, когда придет Витя в гости. А мама всегда спрашивает, ну как там Витя? А родной отец вообще первый вопрос, который он мне задает, когда разговаривает со мной по телефону, как Витя, не ругаетесь? А если я вот говорю ему, мы не ругаемся совсем, он говорит, скучно живете, поругайтесь. Он сидел в гостях, а я не предупредила маму, то, что Витя у нас, и она резко пришла. Я стою у порога, одевшийся. И мама заходит, и я такая, неужели Витя у нас наконец-то дома? Я такой, здравствуйте. А с отчимом Это вообще история такая. мы стояли в подъезде, мы прощались, он меня проводил до дома. Я говорю, ну, может быть, кто-нибудь выйдет из моих. Ну и выходит мама с отчимом, и отчим с таким злобным взглядом на него посмотрел сверху вниз и протянул руку. Очень страшно, короче, было. Ну, мне было самой страшно, не представляю, как ему было страшно. Мне еще страшнее было. Ты покупал презервативы? Если да, ты стеснялся? Я не покупал презервативы, и пока не собираюсь. От 16 до 18. Почему не после 18? А можно это вырезать? Давай. После 18. Кому первым из родителей ты расскажешь о домогательстве к тебе? Ну, отчиму расскажу, потому что он как бы страшный на вид и сразу убьет этого человека. Ну, как бы больше к таким ситуациям я буду стараться просить о помощи отчима, либо отца родного. Ну, мама — это мама. С мамой, ну, как бы она понимает меня, поддерживает, иногда может там свое мнение сказать. Ну, я всегда настаиваю о своем и добиваюсь. Вот, например, тема пирсинга. Я очень долго уговаривала ее, и потом я говорю, мам, пошли проколем мне септом. И она такая, ну давай. И сейчас меня понесло немножко. Немножко совсем. Я без разрешения могу проколоть, и она просто скажет либо красиво, либо некрасиво. В нашей школе делают что-нибудь запрещенное? Нет, у нас хорошая школа. Я бы так не сказала. Ты не порти репутацию в школе. Все адекватные, все хорошие. Ну, старший класс может быть, но это не точно. Если твои родители будут против наших отношений, что... ты послушаешь их. Ну, и даже не знаю. Сложный вопрос. Ну, если я люблю человека, я буду с ним. Ну, я, наверное, послушаю там мнение родителей. Все как-то анализирую в голове своей. И, скорее всего, сделаю, как мое сердце скажет. Ну, например, у меня случай был в жизни. Я дружила очень хорошо с одной девочкой, и мама мне всегда говорила то, что она плохо на меня влияет, и вообще она плохая девочка. Но я так не считала, всегда дружила с ней. И в итоге мы все время ссорились. И в итоге я послушала маму и прервала эту дружбу. Сейчас все нормально. Ну, иногда стоит послушать родителей. А вот, например, вот это вот, я не знаю, вообще сложно. Наверное, нет. Мне хорошо, мне комфортно с этим человеком. Он всегда поддержит меня, выслушает, поможет. Добрый человек он. Иногда злой. Люблю его. Что еще сказать, я не знаю. Ну, значит, все. И ему тоже, наверное, комфортно, я не знаю. Ну, у нас все хорошо. Взаимопонимание есть. Ну, короче, все нормально. ТикТок-телепорт не подвел. Не бойся, это ты из будущего. Что это? Зато мы богаты. Запомни две вещи. Никогда не называй сына пин-код. Почему? Потому что будешь постоянно забывать его имя. Не суть. Самое главное второе. Не забудь обновить приложение Алмаз Эргейнбанка с 23 ноября по 6 декабря, ведь там можно будет переводить без комиссии даже в другие банки. Так, погоди, а что с Лукашенко? Но он, как и Джигурда, поддержал Дзюбу. Да не суть! В этом приложении будет программа лояльности своей, где ты сможешь получать кэшбэк более чем у 220 партнеров. И вот на нем-то мы и разбогатеем. Кэшбэк. Без процентов.
Ладно, я все понял. Только почему в будущем я маленький очкастый азиат? Это последствия вакцины от коронавируса. Что это? Блин, ТикТок-телепорт скоро начнет работать и меня вернет назад. Забыл тебе сказать, прими участие в конкурсе к 27-летию банка, и ты сможешь выиграть автомобиль Kia Rio, iPhone 12, 1000 литров топлива и 5-кратный кэшбэк. Не тупи, Леха! Если я вдруг забеременею от тебя, твои действия. Ну, если примерно в этом возрасте, ну, это был бы шок вообще конкретно. Я даже не знаю, что я бы делал. У меня паника была. Я бы бегал туда-сюда и думал, как так. А потом взял бы себя в руки, ну, посоветовались бы, подумали. Ну да, аборт, что еще? 15 лет ребенка, ну, как-то особо не хочется. Не, можно, в принципе, в 15 забеременеть и на беременна в 16 пойти. Это слава, это деньги. Это шутки. Я думаю, если все было бы настолько плохо, то, возможно, они бы помогли. А так, если бы ситуация была под контролем, то можно было бы и самим решить ее. Расскажи самое лучшее воспоминание со мной. Мы отмечали какой-то там месяц, и он меня повел на гору, на природу. Ну, костер, там все хорошо, красивенько, уютненько, вид красивый очень. Доброе было время. Сейчас плохое? Не, я имею в виду, там такая атмосфера добренькая была. Никто не мешает, красиво очень. Вот это вот мне очень нравится. А тебе? Вспомнить бы. Давай, я верю в тебя. Наверное, то же самое, потому что мы особо так... Мы месяца-то отмечаем, так, ну как, маленький праздник. Один месяц — маленький праздник. А тогда мы прям полгода... Вроде полгода было. Да, полгода исполнилось, и вот я решил, как что-то такое большое сделать. Я сначала не знал, куда мы едем. Я все в секрете держал. И потом, когда ей сказал, что мы будем на автобусе час ехать, она такая, в смысле? Это был шок просто. Час на автобусе ехать. Потом мы еще поднимались на саму гору. Ныло. А потом... А у меня как бы проблемы с коленками, мне много подниматься нельзя. Конечно, ныло. Не буду ныть. Ну, это стоило того? Да. Ну, вот. Ты когда-нибудь сильно напивался? Нет, я не пью и не собираюсь пока что. В смысле пока что? Ну, не собираюсь, ближе к 18 лет. А по праздникам, там, бокальчик, например. Ну, если родители разрешат. А втихаря? Втихаря. Мне кажется, родители почти всем дают попробовать. На Там, Новый год. да. И, наверное, думают, то, что они вот сейчас попробуют, а потом откажутся. Поймут, другой что боли. это как-то невкусно и не прикольно. Не понравилось, значит, в будущем тоже не понравится. Да. Ну, все наоборот получается. Сейчас очень много подростков считают, что когда ты пьешь, это круто, и ты чувствуешь себя старше. Самооценка у них повышается, и они думают, что я крутой, я пью пиво 15 лет, может даже кто младше, может 12-13 лет пьют пиво. А со стороны смотришь, и маленькие дети ходят пьяные и валяются в стельку где-нибудь. Это совсем не круто. По ОБЖ мы проходили тему алкоголь. И там сказали то, что вроде белое вино в маленьких количествах даже здоровью помогает. Полезно. Кровоток всякое разное там на место устаканивает. Так что пейте вино. Чуть-чуть совсем. Ну, конечно, не дети. Вот так вот. Как ты отшивала парней? Ой, я много парней отшивала. Я завязываю общение между парнями. Ну, если я не в отношениях, конечно. И потом они привязываются ко мне. И мне было в кайф их отшивать. Но сейчас это прошло, у меня молодой человек, все прекрасненько, мне никто не пишет. Ну, если напишут, я сразу заблокирую их, и все нормально. И себя обезопасила, и ему нормально. Напишет мне: ты мне нравишься, давай встречаться. Я напишу: либо у меня есть парень, либо мы же друзья. Нет. Либо я просто читала и не отвечала. Какой-то мальчик тоже навязался ко мне. Ну, я приняла это. Ну, ладно, пускай. Мне скучно было. И я очень была сильно влюблена в одного мальчика. Ну, как бы согласилась и с тем, и с тем. Ну, того я вообще не знала, который ко мне навязался. Я вообще его даже в жизни не видела. Потом они узнали оба, и все. Кирдык мне. Но это в прошлом. Я сейчас хорошенькая девочка. На чем ты учился целоваться? На чем? На ком? Есть там в интернете всякие... Как научиться целоваться? Да. Там кто-то на помидорах пробует и говорят, это самый лучший симулятор поцелуя. Не знаю, у меня такой практики не было. На помидорах. С овощами я не целуюсь, я их ем. Безумно можно быть первым. Особенно люблю салат с ним. А так сразу, без теории, к практике. Ты ревновала меня? Ну, бывало такое.
в начале отношений. Ну, в принципе, сейчас немножечко бывает. Но я говорю ему то, что я не ревнивая, но все равно и сама себе говорю, я не ревнивая, я не ревнивая. Все равно в глубине души есть эта плохая штучка, ревность. Девочка к нему подойдет, поздоровается какая-то. Кто-то обнимется. Вообще, глаза загораются, хочется убить эту девочку. А ты? Да, я ревнивый. Бывает такое. Когда во мне очень много копится, я просто взрываюсь. Это страшно. Лучше рядом с ним не находиться в такие моменты. Я коплю, потом один раз хоп, выпустил, и все, и нормально. Аннулил. А лучше сразу говорить. Кому как. Да. Ну, как бы с мальчиками легче общаться, а с девочками там, ой, девочки, я купила это, и там все равно в компании девочек есть ненависть друг к другу, так скажем. А с парнями легче намного. Если я уйду после 9-го, ты уйдешь вместе со мной? Ну-ка. Наверное, нет, потому что мы будем встречаться дальше. Нет? Ладно. Ну, у меня просто цель дойти до 11 класса, а так, ну, она после 9 уйдет, я останусь, и все равно связь будет. Она же не улетит в какой-нибудь другой город, там, за границу. Ну я после 9-го не собираюсь уходить. Да. ЕГЭ это Тем полный более, пипец. по сравнению с тем, что было раньше, и по сравнению с тем, что сейчас, это Это ужас. Да. Детей просто насилуют. знаниями. Не знаниями, а Впихивают. психологически. Ну, многие же, например, я слышала, из-за экзамена вешались, прыгали Да, с крыш. Они думали, что все безысходно, и будущего у них нету, и Надо отменить. Пишем, как там называется, петицию на отмену ЕГЭ. Сейчас в интернете стало очень популярны мемы. Уйдешь после 9 класса, будешь миллионером, Шел после 11-го. будешь Бом. бомжом, да. Будешь работать в Макдональдсе ведь, кассиром. А когда после 9 уходишь, там будут крутые тачки, девушки, много всего. И поэтому почему-то люди на это ведутся. А мне кажется, 11 классов нужно закончить. И сейчас, тем более в нашем 21 веке, высшее образование — это одно из главных критериев поступления на работу. Ты испугалась своих первых месячных? Я их ждала. Подружкой поспорили, у кого первыми месячные пойдут. Ну, у меня первые пошли. Я выиграла. Вообще не страшно это, в принципе. Это природа так решила. Этого не стоит бояться. Это просто процесс жизни. Только зачем он нужен? Девочкам, например, 14 лет. Вообще месячные — это же подготовка к оплодотворению. Как бы зачем это 12-летним девочкам? В прошлые века в 10 лет выдавали замуж. И говорили, Ну, сейчас тоже в в некоторых 12 местах. лет, чтобы были внуки, чтобы род продолжался. У меня сестры рассказывали про них, жаловались мне на них, говорили типа, у тебя месячные пойдут, ты тоже будешь жаловаться на них. От них я первую узнала о месячных. Ты кидал на свай или снюс? Нет, Видите, у нас зожник, спортсмен. более отрицательно к этому отношусь. Ну, тем более на свай. Раньше все считали, что на свай делают из помета Ты куриц. из помета? Нет. Нет? А просто недавно смотрел. Там, по сути, какая-то известь, или как не помню, как называется. Фу. Там что-то еще с деревом связано. Что по типу такого. Снюс, Ну, скорее всего. Раньше они употребляли на свай. Ну, не было такого понятия снюс. Потом появился снюс, там было две стороны. Все воевали, ну, они воевали между друг другом. На свайщики и снюс. Снюсеры. А потом снюс запретили. А потом опять завезли. Ну, там под акцизы. Так Ну, что я сам против этого. ничего не запретишь. На тебя поднимали руку родители? Там подзатыльник дать по шутке. Все. Нет, на меня не поднимали руку. Это как бы плохо. Некоторые считают, что бить ребенка — это воспитание. Нет, это наоборот. Травмирует ребенка, и он вырастает очень загнанным в себе ребенком. Всего боится, шугается. Это все плохо очень. У меня родители хорошие, они поднимали на меня руку никогда. Но этот подзатыльник в шутку — это не бить. Это шуточка. Нет, ни такого не было. Мама у меня хорошая. Мама меня любит, я ее тоже люблю. Мама, привет. Мои тоже родители, привет. Это можно говорить? Во сколько лет ты впервые посмотрел порно? Я этого не говорила. А можно это не отвечать? 250 рублей. Я согласен. А, ну хотя чё? Нет, плюс. Кто из нас больше абьюзер? Вообще абьюз — это очень трудно, и из абьюзивных отношений очень трудно выходить. Знаю по опыту некоторых своих подруг, парней, друзей. Ну, я считаю, то, что каждый из нас понемногу абьюзер. Он мне что-нибудь может запретить, я ему что-нибудь могу запретить. А кто больше? Витя.
Есть такое. Он сложный характером, и у него требований много. Там в плане одежды, там, и там фотографий всяких. Как бы я соглашаюсь с этим. Просто не надо выходить за грани, его грани, и все будет нормально. Ну, то есть раньше я могла там блузочку вот такую вот одеть. Или вот такую вот блузочку. Ну, там с вырезом вот таким, хорошеньким. Сейчас нет. Сижу в балахоне. Такая вот девочка-придевочка. А вообще было такое, что я тебе что-то запрещала? Мне кажется, нет. Подожди, сейчас я вспомню. Ну, давай. Не вспомнишь. Если он хочет, его хотелка вот эта вот, она в пределах разумного, то да, пускай делает. Ну, как бы на его совести будет. Если он, например, вот я ему скажу, не делай этого, и он сделает, конечно, мне будет обидно. И ему тоже обидно будет, потому что мне обидно. Как бы все по цепочке. Было такое, да, у нас? Угу. Ты когда-нибудь видел или участвовал в буллинге? Видел много, участвовал в младших классах. Не знаю почему. Что-то Серьёзно? мной двигало этим заниматься. Сейчас все лучше. Сейчас у меня это исчезло, и я буллингом не занимаюсь. В школе одноклассник, там многие над ним издевались. Ну, я как инстинкт стада, как животное, присоединился к ним. Сейчас все нормально, сейчас этот человек стал компанией. То есть он влился в класс, его сейчас никто не обижает, все было, все нормально. Сейчас это все времена прошли. Сейчас буллинг это, не знаю, что-то из ряда вон выходящего. То есть это может довести человека даже до суицида. Бывают такие случаи, много даже. Так что буллинг это плохо. На меня даже в данный момент очень много буллинга, хейта выливается. По внешности именно. Я не понимаю, типа, это моя внешность, не ваша. Следите за собой. И они говорят, ну как бы я за собой слежу, тебя жаль мне очень. Что такое вообще? Стараюсь не обращать внимания. Ну, повторюсь, терпение иногда лопается тоже. Обидно, слезы. Он меня всегда поддерживает в таких моментах. И я стараюсь просто не обращать внимания. Сейчас буллинг в наше время, то есть вживую, это как-то особо не распространено, потому что... Редкая штука. Потому что все боятся, да, все боятся кому-то что-то высказать в лицо. Всем легче, знаете, вот вы сейчас мне скажете, допустим, что я какой-то такой-то, и я, может быть, какой-то смычивый, я вам дам по лицу. А лучше это сказать в переписке, и, ну, ты же не можешь по телефону ударить, и там через экран тебе придет кулак. Некоторые... Пытались да, поссорить. Да, было такое. То ли поссорить, то ли я не знаю. Я была с ним весь день и даже половину ночи. И мне пишут анонимно. А я сегодня с твоим парнем целовалась. Как? Извините, он в туалет пошел и поцеловался там с тобой? Не может быть такого. А когда ты хочешь лишиться девственности? Ну, в принципе, сейчас 16 это возраст согласия, как говорят. Ну, я думаю, после 17 нормально будет. Уже немножечко голова варит по-взрослому. Ну, сейчас дети быстро взрослеют, рано теряют девственность. Ну, в принципе, каждому свое. Ну, хоть в 11, если ты уже разумом на 20. Как бы это решение каждого. Ничего плохого, например, я не вижу, если девочка 12 лет лишится девственности с человеком, которому она доверяет. А если, например, там на тусовке, просто по фанчику, то это ужасно. Или изнасилование. Это вообще ужас. А ты во сколько? Ну, даже не знаю, я об этом не задумывался. Я сейчас подумаю тогда. Подожди. 2 hours later. Ну, 7 говорю. 17-18. Думаешь, мы поженимся? Все может быть. Если мы не поженимся, я его убью. Ну, есть такие пары, которые с самого детства, можно сказать, вместе, и потом до самой старости и вплоть до смерти вместе находятся. Я думаю, мы поженимся в любом случае. Не знаю, чего. Я предложение сделаю, что поделать. Как бы такое тоже можно устроить. Если откажется... Если ты такого делать, то лучше уж я. Если он откажется, как бы плохо ему будет. Мне даже будет представить. Я лучше соглашусь. Я абьюзер. У тебя были попытки суицида? Нет. Были мысли о суициде в переходном возрасте. Думаю, это каждый переживет. Главное пережить. В прямом смысле. И вообще это ужасно, когда ты думаешь о суициде. Нужна поддержка этому человеку очень сильно. Очень много поддержки. И тогда этот человек, может быть, обдумает у себя все в голове, и все будет нормально у него. Но реально главное пережить. Я пережила и жива. Если я попрошу тебя купить прокладки, ты сделаешь это? Я уже просила. И в этом ничего плохого нет, я так думаю. Ну, типа, пошел купи прокладки. Что подумают себе, что нет, конечно. Девушки. Не может у парня месячный пойти. Ну, пошел купил, и в чем проблема? Как за хлебом сгонять? Корень из 64.
Математика не самый лучший. 8? Все, я допер, все, я понял. Торты или торты? Торты. Да? Кто отменил крепостное право? Я же истории сдаю. Второй. Александр II. Александр II. Сила действия равна. Сила действия у нас. Это физика. Да. По физике плохо у нас. Кто был как Дэнди лондонский одет? Что? Это литература. О, Не знаю. вообще, что за сложные вопросы? Сколько океанов в нашей планете? 6? Я не знаю. Сколько я помню? 7. 5? Ладно, значит ничего не помню. Мы вырежем. Что измеряет в амперах? Что? Что измеряет в амперах? Амперах? Ну, что тебя может ударить? Ток. О, я умница. 47 хромосом — это норма? Тут даже я в шоке. Ну, допустим, сколько норма человека хромосом? Я, можно скажу? 46. А. 100, Ну, видимо, у меня 47 хромосом. 150 разделить на 2. Да? 75. Звонит или звонит? Звонит. Молодцы, поаплодируйте себе. Для нее легче вопрос. Неправда. Да, вообще правда. ЕГЭ, напиши. Каким был лучший совет, который тебе давали в жизни? Блин, я не знаю. Че, я подумаю немножко? Наверное, быть собой и верить в себя. Ну, у меня такой каверзный вопросик. Если бы я изменила тебе с твоим лучшим другом, кем бы ты порвал отношения? Скорее с тобой. А почему? Когда ты умрешь, твой гроб будет нести не твои девушки, а твои друзья. Подписывайтесь на... Сейчас. Подписывайтесь... Да, это я не могу. давай, пожалуйста. Подписывайтесь. Давай я скажу подписывайтесь, а ты дальше. Да. Подписывайтесь. На канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, делитесь этим роликом с друзьями. Всем удачи, всем пока. Всем пока. До свидания. Всех люблю.